Печка у меня на минимальной. В принципе все. Короче, я собрался, сходим, давайте. Тулан там. Хорошо, что не ушел. Сухари так и не съел. Ой, придется съесть. Придется съесть. Уши помогут. Вон, пошли. Давай. Дверь немножко приоткрытым оставлю. Чуть. Так, все. Пошли. Ходим. Надо пробовать. Так. Возьму. Какая погода сегодня. Шикарная. Ну, плюсы тоже в этом ветре есть, потому что если не ветер, этот нас просто растает сегодня. Летает тоже. А сейчас хорошо ходить. Пробую, как дым идет. Ребят, колеса все замерзли. Капец. Но тут расширили дорогу вообще капитально. Поеду так пару километров и пойдем пешком. Можно тут рыбать, везде можно рыбать, в принципе. Где хочется, там можно рыбать. Надо самое главное найти рыбу. Вот это самое сложное. Увидел бутылку, как будто это для меня повесили, ребят. Вот эту бутылку я возьму. Это если что, если живцов наловим. Я дома забыл, у меня готовая бутылка была. Вот. Забыл, я только полторашку взял, но он маленький. Вот и крышка. Крышку тоже возьму. Ну, это кто-то оставил, выкинул. Не знаю из-под чего. Может вода, может там омыватель стекла. Вот тут тоже валежник, смотрите, свалилась. Елка. Вот тебе и дрова, не надо далеко ходить. Загрузил в машину и здесь для буржуйка самое то. Для буржуйка хорошие дрова, в принципе, не надо там. Хоть сучьям, без сучья, без разницы. Чем больше сучьев, тем дольше горит. Вон там, я смотрел, вижу, валежник тоже. Вон, сушина свалилась. Тоже сучьям он. Вот, просто лежит. Пили не ленись. Вот береза сломалась. Вот. Прям возле дороги. Это летом займусь я, потому что запас дров немножко надо сделать.
сюда и подъеду. Прям возле дороги, там не надо далеко. Где-то со стороны таскать на себе. Тут ледник, смотрите. Ледник. Машина в тени стояла, где все колеса замерзли. Капитально. По осени вот так, по лужам ездим. Вот, потом на зиму там ставим машину и он замерзает капитально. Тут машина стоит, смотрите. Не знаю чья, может с города приехать. Kia с прицепом. Тут неприятная яма для легковых машин. УАЗик проскочит, а вот легковые машины могут там на мост застрять. Может этот, как сказать, эту машину оставили на буран, не сели и дальше на буране уже уехали. Возможно так. Ну, я проскочил. Здесь недалеко там машину оставлю тоже. Смотрите, вода набирается. Здесь такой типа ручей был, вон там уже течет вода. И знаете, сейчас предприниматели, блядь, все ручьи вот просто закрыли. И вода набирается, и потом будет смывать дорогу. Рано или поздно где-то будут там ручьи бежать прям по дороге. И такая борозда будет неприятная, конечно. Посмотрим, это все увидим летом, осенью. Все буду снимать, показывать, как себе покажет дорога. Да, тут, конечно, немножко испортилась, как сказать, дорога, вон ямы уже образовались. Здесь машину оставлю, потом я пешком пойду. Где-то на снегоходе вот тут они поднимались, может быть. Может, ошибаюсь. В общем, тут я оставлю машину. Вот. Ну тут вообще совсем ледник. Снегоход на 2 лыжах. Следы свежие вот есть. Или сегодня, или вчера вот поднимались. Ну, у меня вот так скрытые за мной. Тулан впереди. Где-то рябчик тут улетел. Дошел до озера. Здесь, короче, живого места нету. Другого варианта у меня нету. Все равно надо попробовать. Вон там изба. Опа. Опасный спуск. Жесткий, опасный. Так все это выглядит. Со стороны. Так. Ладно. Сейчас сперва подводной камерой буду проверять, искать рыбу. И там уже рыбачить. Не знаю, что тут творилось. Что-то перебор, много следов. На снегоходах прям по льду гоняли. Так, ребят, рассказываю. Пока все сложно. Здесь я вот старые лунки у рыбаков.
проверяю видео подводной камерой. В каждой лунке рыба, в каждой. И там уже я рыбачу. Поклевки так небольшие есть, но, к сожалению, рыба не берет. И рыба не в глубине где-то, а именно прям подо льдом. К сожалению, я забыл вот этот. Надо было косынку взять. Косынку, и вот на косынку может что-нибудь попалось, а на крючок ни хрена не ловится. Рыба спокойно так плавает, спокойно. В прошлый раз, когда рыбачил, не помню уже, когда это было, в ноябре или когда, рыба ходила прям стаями. А сейчас вот, ну, тихо-тихо плавает там. Но здесь клюет, но не берет. Сейчас я другой удочкой там попробую еще. Вот там. Блин, не знаю. Хреново, когда видишь много рыбы и ничего не клюет. Мне хоть мелочь 20 штук поймать для жерлиц. Очень сложная рыбалка. Каждый раз здесь. Не клюет и все. Уверен, там возле мормышки там рыба стоит. Не хочет. Может, из-за того, что они мелкие. Не скажу, что тут крупная рыба. Но для живца самое то. Он клюет, ребят. Вот такой окушок поймал. Первая рыба. Инвард. О, есть. О. Уклейка. Ну, хоть что-то. Смотрите. Украл. Украл рыбу. А эту белую рыбу я тебе не дам. Это уже живец. А, морда наглая. Так, ребят, рассказываю. Где-то больше часа я уже на льду. И за это время я поймал 4 штуки вот таких. Не крупные. 3 плотвы и 1 верхоплавка такая вот. Удочки стоят. Вот 2 удочки. Там еще пробовал. Сейчас вот на подводную камеру посмотрел. Рыба отсюда просто ушла. И вот и что я поймал, тоже невозможно заснять. Как бы поклевки через минут 20, наверное, минимум. И сейчас, в общем, куда-то рыба ушла. Сейчас я туда пойду, ледобором попробую, вон там поищу. Возьму видеокамеру, подводную камеру и ледобор. А удочки пока здесь оставлю. Ну, давайте я лучше вам, что я поймаю, лучше покажу. А процесс рыбалки просто невозможно показывать. Вот видите? Одна поклевка, и приходится снова ждать очень сильно, очень долго. Буквально сейчас минуту назад я еще спускал камеру, тут рыбы не было, и появились они. Вот. Видите как? Удачный кадр такой. Попал именно вот, когда поклевка была. Пипец, солнце, смотрите, но ветер холодный. Ветер холодный, у меня руки мерзнут, а солнце, от солнца тепло хорошее идет. Ну вот, попалось. Да, ребят, место поменял, уже вторую рыбу поймал. Крупные, между прочим. Третья рыба. Третью поймал. Это чуть меньше. Перед этим более крупнее попадалось. Хорошо. Что-то.
Перебор маленький. Совсем малыш. Плотва. Даже не крупный. Этой лункой мелкий, а там вот, если попадет, то уже не крупный. Интересно какая-то. Воду поменять. А вон там клюет тоже, ребят. А кусок, смотрите какой. Ух, какой. Красавчик такой. Бойкий, но мелкий. Окунеянь. Ну, сейчас уже я почти набрал нужное количество. А здесь уклейка клюет. Но сейчас попалась вот этот окунь. Слишком мелко, я его отпускаю. Если бы уклейка была или плотва, я бы взял. Белую рыбу я беру. Мелкий, крупный, без разницы. А на окуня щука не очень берет. Вот так и рыбачи сижу. Замерз, блин. Руки замерзли. Сейчас в избушку схожу. Здесь недалеко изба у охотников, рыбаков. Там погреюсь, чай попью. Ну, потихоньку рыбачу. В 2 словах сейчас я расскажу, что и как. Ну вот, вот они, красавцы. Не крупные, мелкие. Конечно, чуть-чуть покрупнее надо было бы. Сходил туда, там я пару штук поймал рыбы. И рыба ушла вон туда, влево. Потом там одну рыбу, наверное, я поймал. И я потерял их. Рыбы я потерял. Потом подводной камерой я здесь еще от старой лунки проверил. И здесь стая уклейки. Прям подо льдом. Они на верхних слоях воды сегодня находятся. Внизу на дне вообще рыбы нету. Ну и здесь, наверное, этот окунь, наверное, уже 5-я рыба, наверное, штук 4 уклейки я поймал здесь. Ну, блин, я рад, что я набрал вот этих мелочей. Эти мелочи я набрал и, ну, блин, есть шанс поймать щуку. Потому что я сегодня буду ставить жерлицы, как бы там ни было. Буду ставить жерлицы на реке, там штормит, холодно. Тулан уже, знаешь, блин, наверное, час где-то ходит, не меньше. Где-то вон в той стороне очень далеко лаял кого-то и долго лаял. Или там этот белка, а может и рыбаки кто-то, не знаю. Эта бутылка, ребят, не знаю где, а вот она. Это насквозь пробита пуля. Вот тут. Видно, в эту этикетку стреляли из мелкашки или из карабина. Вон оно. Отверстие с одной стороны и с другой стороны. Вот это вылет. Не просто так на дереве это оставили, бутылку. Что я подобрал. Ну, пригодилось, в принципе, пригодилось.
Вот так. Ладно, дальше сейчас я буду рыбачить. Еще хотя бы пару штук поймать, чтобы уже верняк мне хватило. Чтобы хватило. 20 штук мне надо. Я не знаю по количеству сколько. Ну, мелкие там. Таких. Чем крупнее живец, там более шансов больше поймать щуку покрупнее. Если попадет, конечно. Поставим. Видно будет. Завтра уже будем проверять там. Покажет. Все покажет. Кто-то попадет или нет. Вот так. Смотрите. Голубое небо. Облак вообще нету. Сегодня, наверное, опять ударят морозы. Крепкие даже. Обещают до 20 градусов. Хреново, блин. Жерлицы, конечно, все замерзнет. Это не очень хорошо. Но зато наст. Зато ходить хорошо по снегу. Наконец-то Тулан возвращается. Вон оттуда. С севера пришел. Тула. Сейчас пойдем. Ой, блин, лапы, ребят, у него все пипец. Где он так? Пипец. Лапы ты убил, свои лапы. Ну. Опять кого-то гонял там. Смотрите, лапы какие. Вот что значит наст. Ну-ка. Вон они, лапы. Все. Иди. Весь в крови пришел. Лапы поранил. Ну, это наст так. Как сказать, ранит лапы. Вот так вот. Бродил, я не знаю. Час полтора, наверное. Ну, сейчас будем собираться. В принципе, вот так. Все это выглядит. Рыбу наловил. Наверное, опять куда-то стайка ушла. Опять бесклевое началось. Вот опять кого-то услышал. Вот так, когда он бегает, вот он и лапы ранит. Наст как наждачка, честное слово, как наждачный лист. Вот такие дела. Ну все, рыба ушла. Давайте соберемся. Сейчас соберусь и напрямик пойду на речку. И по пути в избу зайдем. И там чай попьем с термоса. У меня в термосе чай есть. Заодно погреюсь там. В общем, руки замерзли. Как-то обманчивая погода. Скажем, спину греет солнце, а оттуда уже холод идет. Такие дела. Ну вот. Вот и изба, ребят. Тут два брата. Две избы, два брата. Две хозяйства. Тут гоняли на снегоходах, конечно. Капитально.